Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вас любит? Кто этот человек? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все увидит сам. Я прошу вас настроиться. Сама же я обращаюсь к высшим силам. Высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы и послать только нужную, важную и полезную информацию. Угу. Здесь какой-то козерог вышел. Либо по знаку зодиака мужчина козерог, либо по характеру козел. Извините за слово, но вот как сказать по-другому. Ну вот козлик вышел, козлик. Козлик, который от вас далеко, козлик, которому без вас очень плохо. Ой. Знаете, почему-то такая энергетика тяжелая пошла. Вот как, знаете, на грудь тяжело, тяжелое что-то легло. Даже вот мысли путаются. Я не могу понять, это ваше состояние или состояние этого мужчины? Что происходит? Кто из вас так плохо себя чувствует? Вы давно не виделись. Давно. Мужчина, который в свое время как-то струсил, побоялся, не вытянул отношения, либо побоялся вступать в отношения, либо побоялся что-то менять в своей жизни. Мужчина, который буквально вот спрятался в норку, да, в домик спрятался, и там отсиживался, страдал молча, понимал, что и вы страдаете. Он знал, что вам больно, он знал, что вы на него надеетесь, он знал, что вы в него верите. У кого-то еще отыграется, что он вам обещал. Обещал и слово свое не сдержал. Слушайте, прям ком к горлу подступает. Это вы или он? Не могу понять. Кто-то из вас очень сильно страдает, кому-то из вас очень сильно плохо. А может, это все этот Меркурий, да, ретроградный, который сегодня у нас начался. Прям, знаете, выворачивает все изнутри. Кому-то из вас точно очень плохо. Так, ну что, мужчина, он вас любит. И тогда любил, и сейчас любит. Сейчас, кстати, гораздо больше, чем тогда. Либо сильнее, да, не больше, сильнее. Но вот что-то было, вот как зациклило его, как будто бы он настолько сильно испугался, что вот как оробел, знаете, застыл, вот еще идет слово, застыл. И буквально, ушел, исчез, испарился, в невидимку превратился, спрятался дома в шкаф, либо под кровать, и там отсиживался, выл от боли, крутило его так, что вот просто выворачивало суставы. Но не смог. Страх оказался сильнее, чем он, чем его любовь, чем ваша любовь, чем все, что было между вами, чем ваши мечты, общие планы. Вот настолько страх его сцепил, можно так сказать, по рукам и по ногам. Он до сих пор этот страх чувствует, но не так сильно, как раньше. Не так. Так, давайте я лучше карты возьму. Слушайте, мне прям так тяжело дышать. Кто? Пишите в комментариях, как вы себя чувствуете. Вы или мужчина? Я вот не могу понять. Но кто-то из вас явно плохо себя чувствует и страдает. Страдание, боль. Может быть, даже физическая какая-то боль. Почему-то на грудь так сильно давит. И ком у горла стоит. Хочется плакать. Нет, не хочется плакать. Хочется реветь. Навзрыд хочется реветь. Не знаю, то ли вы, то ли он. Опять же, да, ретроградный Меркурий, он и не такое может с человеком сделать.
Очень сильно обостряются прошлые связи, эти бывшие выныривают, как будто бы из ниоткуда появляются. Вы, кстати, готовьтесь. Готовьтесь, будет. У вас точно будет. Кто зашел на эту отсыпку, бывшие просто вот как этот дождик прольются. Прям такие повылазят бывшие, о которых вы уже смутно помните. И они туда же. Так, сейчас я хочу посмотреть, что с этим мужчиной. Что у меня же даже голова начала болеть от него. Что с ним не так, что с ним так, что у него там вообще происходит. Он какой-то ужас, какой-то хаос. Жизнь рушится. Либо жизнь разрушена. Вот, у кого-то разрушена. Тут как прошел через Крым и Рым и медные трубы. Еще и в мясорубке 2 раза прокрутили. Что-то у него прям такое страшное, вот как семья рухнула. Может, он был не свободен, прошел через развод, а может быть, потеря близких, это родители могут быть, да? То есть так тяжело, так плохо, вообще ни счастья, ни удачи нет. Все мыши поели. Проблемы еще с какими-то документами, с билетами, с паспортом, с чем-то еще проблемы у него очень серьезные. И знаете еще, что он принимает то, что с ним происходит, и принимает это с той позиции, что так мне и надо. Так мне и надо, потому что он вас обидел, он вас предал, мне идет. Предательство могло быть как и измена, так и то, что он просто исчез. Обещал вам счастье, обещал вам рай, обещал любить, беречь, холить, лелеять, опекать, заботиться, да, но пропал. И он такой: все, что со мной происходит, это не наказание за то, что он вас вот так обманул и предал. Тот страх, который он испытывал, это ничего по сравнению с тем, что он пережил за последнее время. Да, как-то так мне идет. Вмешательство хитрой женщины. Женщина отравила его жизнь, женщина его страхом заразила. Да, это все из-за женщины произошло. Это не вы. Нет, нет. Это какая-то другая, ушлая, хитрая, агрессивная и максимально токсичная, ядовитая женщина. Она буквально его, знаете, как обработала, как лопушок обработала. Так его убедила, такое ему внушила, что он сам себя боялся. Сам себя, понимаете? Не знаю, то ли это его бывшая, то ли любовница, то ли, может, и мама как бы-то могла постараться. В тучах живет. Все плохо. Вот куда ни ткнись, везде все плохо. А любовь к вам поддерживает в нем силы. Любовь к вам помогает ему просыпаться. Если бы не было любви к вам, то он бы и, наверное, не проснулся. Потому что зачем жить? Так тяжело, так больно, так все плохо. Зачем мне жить? Какие-то, знаете, еще такие мысли страшные у него в голове крутятся. Но, девочки, сейчас же я вам главное скажу. Он просто уверен, что вы еще встретитесь. То ли он готовится к вам ехать, то ли он вас искал и нашел, то ли кто-то по его просьбе вас ищет, и он верит, что человек вас найдет. Я так понимаю, что когда вы расстались, вы там вообще друг друга поблокировали, вы, наверное, поблокировали везде его, где могли. Может быть, вы даже как разъехались и сейчас живете. Почему-то мне идет, что вы живете в разных местах, в разных городах, в разных странах, либо кто-то из вас, по-моему, вы сменили место жительства. Либо так все скрыли про себя, что никак вас не найти. Он верит в то, что он вас найдет, и он верит в то, что он будет просить у вас прощения. Хотя бы вы выслушаете его позицию. Он, конечно, не очень хорошо понимает, как вам объяснить свой страх, но попытается, я так понимаю, да. Ретроградный Меркурий поможет ему. Ретроградный Меркурий, он всегда возвращает людей в прошлое,
для того, чтобы люди в прошлом проработали и исправили свои ошибки. Да, вот особенно, когда наступает ретроградный Меркурий, такое дикое, необузданное чувство, да, что нужно увидеть бывшего, надо увидеть бывшее, надо все исправить, либо еще раз попробовать. У нас, кстати, да, этот период продлится до 20 марта, но могут еще несколько дней паровозом пойти, да, потому что более чувствительные, на них дольше это все проигрывается, последствия дольше проигрываются. Но вот ваш мужчина, он супер гиперчувствительный к ретроградному Меркурию. Возможно, да, Меркурий начался сегодня ретроградный, да, и его начало вот так вот крутить, выкручивать. Там прям, знаете, суставы, сухожилия выкручивает. Сам не свой, ни сидеть, ни стоять, ни лежать не может. Ходит, как будто бы 1000 иголок в него впиваются. И огромная плита, тяжеленная плита греха, получается, да, преступного поступка по отношению к вам. Грудь сдавила, да, давит, очень сильно мне идет. Девочки, он вас найдет. Я вижу, что у вас будет встреча, либо у кого-то отыграется, что будет общение, возможно, переписка, либо телефонный разговор. Сказать, что вы обрадуетесь, ну нет, наверное. Вы просто будете шокированы, и у вас какая-то реакция на него такая, знаете, вот как будто бы с головой окунуться в пучину прошлого. Но там вспомнится все, и хорошее, и плохое. А плохого было прям максимально много и максимально болезненно. Поэтому имейте в виду, готовьтесь. Именно вот мне идет, что до конца ретроградного Меркурия он появится. Как-то заявит о себе, либо придет навстречу к вам. Потому что надежда у него прям ярким пламенем горит в груди. То есть это не пустые мечты, фантазии. Это прям уже конкретный план. Конкретный, да. Он вас любил, он вас любит. И несмотря на то, что, может быть, вы уже его и не хотите, он будет любить вас до конца. Вы единственная женщина, которая смогла его покорить. Вы единственная женщина, которая смогла дать ему нечто большее, чем любовь, нечто большее, чем нежность, забота. Вы готовы были собой жертвовать ради него, а ни одна другая женщина этого не делала. И даже, возможно, родная мама была не способна к этому. А он своими руками, своим страхом все это загубил, на корню зарубил. И, конечно, это максимально больно, максимальная потеря, самая невосполнимая потеря. Но, видите, он живет надеждой. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что мужчина, вот этот, да, загаданный, возможно, он на каком-то допинге находится. То есть, возможно, он пить стал. Либо что-то другое. Но не лучше, чем алкоголь. Тоже может быть проблема. Да, и жалко его, и сам виноват, понимаете? Нет, мне не его жалко, мне жалко вас и той боли, которую вы испытали. Вы испытали эту боль не из-за каких-то врагов, не из-за каких-то там превратностей судьбы, а из-за того, что мужчина оказался трусом. Это же нонсенс какой-то, это же просто бред, да? Он трус, а вы страдали. Из-за своей трусости, из-за своего страха он вас обманул и предал. Это же ужас на самом деле, да, ужас какой-то. Мои хорошие, возможно, да, время пришло вам с ним увидеться, либо хотя бы переговорить, для того, чтобы вы сами для себя либо точку поставили, да, окончательную, бесповоротную, и начали жить свою жизнь, идти к своему счастью. Либо для того, чтобы, возможно, да, вы уже повзрослели, вы очень сильно поменялись. Возможно, это будет и не точка, возможно, это будет запятая. Но там время покажет. Сейчас судить об этом я не могу. Мужчина не в том состоянии, но вы тоже, видите, в окне стоите. То есть мысли о нем у вас есть. Он может вам сниться. Опять же, эмпатия очень сильная.
Если так сильно любила, ну, нельзя просто так разлюбить и выкинуть любовь из сердца. Даже если обида, даже если предательство, все равно любовь, она такая вот коварная в этом плане, она не отпускает. Не отпускает, и все. Да, вот именно в ретроградный Меркурий вы точно как-то повзаимодействуете, чтобы уже четко, да, поставить точку, либо поставить запятую. Меркурий в этом поможет, ретроградный Меркурий. Так, хорошо. Дальше. Вот показываю детей. У кого есть дети? Ваши дети вас любят. Это ваши родные дети, это ваши внуки. Либо вы работаете, может быть, воспитателем, педагогом, няней, репетитором. Вот показывают детей, детская энергетика идет, и дети вас по-настоящему любят. А детская любовь, она самая честная, самая прекрасная, да? Вот когда ребенок тебя любит, это какой-то особый показатель. Это же нужно так постараться быть такой замечательной, чтобы ребенок полюбил, да? Но это прям замечательно, это прям до мурашек пробирает. Мало там бывают в жизни события, когда могут ругаться родители, дети, да и внуки с бабушками, с дедушками могут ссориться. Опять же, да, дети, у них переходный возраст, и он у них там каждые 3 года происходит. Опять же, у ребенка еще не окрепшая нервная система, не до конца сформированы мозговые пути, активность. И дети иногда не отдают себе отчета в том, что они делают и говорят. Но с другой стороны, я вижу, что дети вас любят. Будь то дети, внуки, воспитанники ваши, они вас по-настоящему любят. Потому что песок это увидел, песок это показал. А может, это вообще там соседская девчоночка, либо мальчишечка. Очень вас любит, видит вас добрый, хороший, тянется к вам. Да? У кого вот детей совсем нет. И еще, мои хорошие, так могут показать детская энергетика не детей, а животных. Да? Возможно, у вас дома есть любимый хвостик, кошечка, собачка, у кого-то там, не знаю, мышка, крыска, хомячок. Любит, очень любит вас животное. И вот, может быть, не может сказать вам, хотя я думаю, каждая хозяйка чувствует, что хочет сказать животное, понимает без слов, да? Но ваше животное вас очень сильно любит. Вы для своего животного и мама, и папа, и даже Бог. Вот как 3 в 1 во флаконе. Да, вы единственная, ради кого это животное живет, кого любит и кого готова защищать даже ценой своей маленькой хрупкой жизни. Ой, так мило. Замечательно. Так, дальше двигаемся. Тут еще один человек. Вот хотите верьте, хотите нет, но еще одного человека показали. Этот человек, он с вашей стороны, он с правой стороны. У кого-то отыграется, что вы сейчас с кем-то в отношениях, да? Вы можете быть замужем, вы можете встречаться, вы можете просто быть знакомы. Я вижу, что человек вас любит. Любит, но по какой-то причине про любовь свою не говорит. Допустим, да, вы замужем и живете много лет вместе. И ваш муж, он, не то чтобы про любовь, он никакой ни романтики, ни нежности вам не выдает. И вы думаете, что ой, точно разлюбил, либо уж как живем, как родственники, да. Но на самом деле он вас любит. Любит так, как может, на что способен, вот так и любит. У кого-то отыграется, что вы вот встречаетесь с парнем. Парень вас любит, просто он еще вам не признался в своей любви. А у кого-то отыграется, что это какой-то тайный поклонник, который буквально везде рядом с вами находится. Опять же, тайный еще не признался в своих чувствах. Но тут как бы все впереди. Все впереди обязательно признается. Ретроградный Меркурий не позволит этому тайному поклоннику смолчать, либо мужу напомнит, что нужно вам признаться в любви, либо парню, да, подскажет, подтолкнет к тому, чтобы парень поскорее вам признался. И еще я вижу какую-то провокацию, с которой вы можете столкнуться. Провокация может быть конкретной, допустим, кто-то к вам начнет приставать, за вами ухаживать.
и там тайный поклонник не выдержит, себя раскроет, либо муж, да, начнет ревновать и кричать: да я ж тебя люблю, ты зачем с другими общаешься? То есть какая-то еще провокация показана. Может быть и косвенная провокация, да, когда вот там показалось, привиделось, да, какое-то странное стечение обстоятельств. Ну, вы узнаете. Я вижу, что человек вам прям так и говорит, без обиняков, открыто в лицо говорит: а я тебя люблю, либо я тебя люблю, только тебя лишь люблю. Вот как-то так мне идет. Да, ждите признания, признание будет. И поверьте, это не пустые слова. Человек говорит, как оно есть. Да? Человек вас по-настоящему любит. Да, и точка. Даже если вы там не поверите, либо усомнитесь, неважно, человек вас любит. И этот человек вам в чувствах своих признается, так и скажет: я тебя люблю. Любовь — это настоящая, любовь — это сильная, и любовь — это крепкая, крепкая, понимаете? Это не сиюминутная влюбленность, да, там пришла и выветрилась. Нет, это именно любовь. Вы можете мужу своему не поверить, там, либо парню не поверить, но это любовь. И человек вам об этом скажет. И даже у кого-то он показано, что тайный поклонник признается. Так что, мои хорошие, знайте, что вы точно любимы. Любимы не одним человеком, а у кого-то не только люди вас любят, не только мужчины. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.